Привет, друзья! Меня зовут Туяра, и сегодня мы продолжим говорить о важности изучения родного языка. Я родом из города Якутск, говорю на 4 языках. Мой родной язык саха, якутский язык. Мы уехали из Якутии в 21 году. С тех пор наша судьба нас заносила в разные места и страны. Воспитываем вместе с супругом 4 детей и воспитываем их на якутском языке, на родном языке, в традициях нашего народа. И все свои знания, опыт я хочу вам рассказать. Я сегодня буду говорить не только о якутском языке, но многие примеры будут именно об этом. Видео интересно будет и полезно всем, у кого есть свой родной язык, билингвом, трилингвом, и тем, кто уехал и живет уже далеко от своих родных краев. И также родителям, у кого есть маленькие дети, и начал задумываться о том, на каком языке их воспитывать, и стоит ли своим детям изучать свой родной язык. Потому что сейчас мир глобальных перемен, многие переезжают в разные страны, и, к сожалению, родной язык начинает проигрывать более глобальным языкам. 9 причин, почему стоит изучать свой родной язык. И первая причина, почему стоит изучать свой родной язык. Родной язык – это инструмент понимания себя, внутреннее отражение вашего «я». Также в языке заключена философия вашего народа, особенности мышления и взглядов на мир. Вторая причина – язык является основой самоидентификации себя. Вы являетесь членом определенного общества. Знание вашего родного языка укрепляет вашу связь культурную и сохраняет общность именно вашего народа. Ну, например, в любой стране, куда вы бы ни поехали, вы ищете тех, кто является вашим земляком и говорит на вашем языке. Или же, например, китайцы. Куда вы бы ни поехали, в какой-либо стране они не были, не жили, веками они собираются в одну общность и создают свои чайна-тауны. И третья причина – то, что в языке сохранена и собрана вся мудрость вашего народа. Что это значит? Мы сказали, что это путь понимания к себе, принадлежность к обществу. И третье – это мудрость народа. Что это значит? Язык сохраняет всю историю народов. Если даже у вас письменности не было, такое тоже бывает, или по каким-то причинам она не сохранилась, но язык – это устное народное творчество, фольклор, это песни, это пословицы, поговорки, стихи. Оно все собирает и сохраняет, и из уста уст мы передаем эту мудрость нашим детям, потомкам. Также мы чувствуем силу своего рода, о том, что да, у нас такой язык, поддерживаем связь со своими предками. Что это значит? Ну, например, мы можем понимать своих бабушек, дедушек, прабабушек, и они могут, например, разговаривать с вашими детьми на одном языке. Это тоже есть понятие сохранения мудрости народа через сохранение родного языка. Четвертая причина – это развитие нашего мозга. В любом случае язык, он связан очень тесно с работой мозга. Что это значит? То есть при изучении языка не только родного, но любого, мы помогаем тренировать мышление, память, аналитическое мышление, воображение развиваем. И это очень полезно, и тем более, когда сейчас искусственный интеллект очень быстро развивается, мы должны работать с собой и работать с нашим мозгом, чтобы он оставался гибким. И также знание
например, двух языков, вашего родного и второго, у билингвов мозг работает быстрее, очень быстро, и это еще помогает переключению языков. Ну, например, я говорю на 4 языках и активно, конечно, использую только 3, но все равно я быстро переключаюсь и думаю, как это можно сказать на том или другом языке. Это очень полезно, и только ради своего даже здоровья можно изучать язык. Давайте начнем, и пусть он будет нашим родным, потому что мы все хотим говорить на английском, каким-нибудь испанском и так далее. Это очень хорошо, но если мы немножко остановимся и подумаем о вечном, то лучше вернуться к изучению нашего родного языка, и он неисчерпаем, он огромный, он большой, и нам даст больше. И 5-я причина — акцент — это наша изюминка. Часто можно услышать о том, что ой, вы говорите, оказывается, с акцентом на русском языке или на английском или на другом языке, в любом другом языке, но акцент — это наша изюминка. И не надо стесняться. В любом случае, каждый язык, именно каждый человек, он уникальный. И говорить и произносить какие-то слова немножко иначе, это не признак того, что вы плохо изучаете, плохо учитесь или что-то в этом такого. Наоборот, он придает вам особый шарм. И не надо этого ни в коем случае стесняться, это очень глупо. Обычно еще скажу, что люди, которые говорят, у вас такой акцент, на самом деле говорят только на одном языке. И 6-й пункт — конкурентное преимущество. Что это значит? Этот пример мне очень нравится, он очень наглядный и понятный. Например, любой язык принадлежит к определенной языковой семье. Язык Саха принадлежит тюркской языковой семье, на котором говорят также турки, татары, башкиры, уйгуры, казахи, кыргызы и еще другие народы. Что это значит? У нас основа языка является одним. И, например, будучи я саха и живу в Казахстане, я понимаю почти 50% речи здесь. Мне не надо прилагать усилия, чтобы их понимать. Есть, конечно, различия, но 50% это уже понятно, да, какая-то структура языка может понятная. Или, например, японский язык, он не относится ни к какой языковой семье, но структура языка, она очень понятна для тюрков, например. Мин келлим джебер. Там на японском почти то же самое будет. Ну, также, да, мы, используя вот эти преимущества, можем легко выучить другие тюркские языки. Турецкий очень легко поддается изучению. Казахский тоже очень быстро поддается изучению. Например, у меня старший сын за 2 года выучил казахский язык. И он уже говорит на 4 языках. Это родной язык, русский, английский, казахский. Поэтому это очень классно. Но плюс еще какое-то конкурентное преимущество, то что если вы говорите уже на более чем на 2 языках, вы можете легко любые языки изучать. И еще те же звуки, например, которые есть в вашем родном языке, например, у меня на языке саха очень много звуков, похожие на другие. Да, например. Вот эти звуки помогают нам быстрее понимать другие языки, и произношение у нас намного лучше может быть. Я не утверждаю, потому что у каждого человека все равно уникальность какая-то, но мы более-менее приближенно можем произносить эти звуки. Но кроме этого, если вы говорите на нескольких языках, и если вы говорите на родном языке, это уже привлекает внимание других людей, да, то есть вы, например, даже напишите резюме, там вы говорите in English, in French, там, не знаю, Japanese, и плюс еще язык саха или что-то, да, такое, это очень такой у нас, например, маленький язык, относится к языкам, которые могут исчезнуть, поэтому, да, это таким образом вы привлечете свое внимание, у вас будет такая уникальность, потому что вы говорите на языке, которым мало кто, например, понимает.
Это такой большой плюс, я считаю. 7-й пункт – это источник вдохновения. Ваш родной язык является уникальным, неповторимым, прекрасным. И он всегда останется для вас самым таким красивым, самым родным и близким языком, который будет помогать вам что-то творить, что-то создавать, уникальное, мелодичность языка вашего, как он произносится, стихи, песни, как на нем звучать. И еще в каждом языке есть слова, которые невозможно перевести на другие языки. Поэтому вот эту особенность вы можете использовать, потому что еще, вот я говорю, уникальность языка, то есть уникальная работа вашего мозга, она может находить решение каких-то уникальных проблем каким-то неповторимым решением. Поэтому язык наш помогает нам творить и создавать прекрасное и вносить вклад в этот чудесный мир. Так, и 8-й пункт. Знание родного языка помогает нам в ментальном здоровье. Что это значит? Мы своим языком родным можем выразить больше эмоций, больше состояния. Например, есть научные исследования о том, что психотерапия на родном языке более успешна. Также есть отдельные исследования о том, что люди, которые не знают свой родной язык, более склонны к алкоголизму, к употреблению наркотиков. И, к сожалению, есть очень плохая статистика о том, что 50% людей, которые не говорят на родном языке, более склонны к суициду. Эти исследования проводились в Канаде. Как вы знаете, в Канаде есть и были, и живут очень много аборигенов, и у них там очень большая проблема самоидентификации, очень много First Nation, это вот индейцы, которые там жили веками, и их там начали переселять, запрещали изучать свой родной язык, культуру. И это привело к плачевным, очень плохим результатам. И последний 9-й пункт – это гордость за себя, за то, что вы говорите на родном языке, на языке предков. Вы делаете огромный вклад в развитие языка, своей культуры, своего народа. Это, конечно, поднимает очень много эмоций, положительных эмоций. Вы начинаете чувствовать себя чуточку счастливее. И даже вот до этого я упоминала, когда люди понимают и говорят, много комплиментов я, например, получаю о том, что я говорю на родном языке и воспитываю своих детей на родном языке, будучи вдали от своего дома. И это всегда от других людей я получаю больше поддержки и уважения и симпатии. Поэтому я начинаю еще больше гордиться собой. Это очень хорошо. Я очень рада, что вы досмотрели это видео, и у вас наверняка появились какие-то свои мысли. Пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь со мной, может быть, я что-то не указала, или вы нашли какой-то большой пункт, который вдохновит вас к изучению своего родного языка. Подписывайтесь, пожалуйста, заходите на мой канал, я открыла целый плейлист, можете заходить туда и находить идеи о том, как вернуться к своему родному языку. Спасибо большое. Махтал. Надеюсь, мои советы вам помогут, и вы задумались о том, почему стоит изучать родной язык. Но если не получилось вас как-то убедить, то хотя бы вы это услышали, и то, что вы услышали, вы переварите, и в какой-то момент оно все равно проявится. Вот. Так что в любом случае всем спасибо за просмотр.